Приветствую вас, мои дорогие подписчики и гости канала. Вы на канале Таро Дома. Меня зовут Александра. И у меня для вас прогноз на 8 мая. 8 мая это у нас понедельник. Смотрим мы с вами на колоде «Цыганский пасьянс». Все знаки зодиака от овнов до рыбок по 6 знаков в двух частях. Смотрю первых овнов. 8 мая, понедельник. События дня. Тайная встреча. Первое, что я увидела. Рыба, скользкое дело. Болезнь, плохое самочувствие. Может быть, от рыбы. Новость. Событие, которое повторяется. Опять же, да, то есть связанное, может быть, с медициной, здоровьем, повторяющееся события. Может быть, вы какие-то процедуры делаете. Бокал нельзя было, я вам не сказала. Смотрим горизонтали, вертикали. Расческа, неприятность. Ну, такой у вас понедельник, да, день непростой. Так, и здесь нет, смотрите. Значит, первое событие показывает, что может быть какая-то тайная встреча в этот день. Дальше неприятность. Неприятность какая? Скользкое дело. То есть кто-то вас попытается обмануть, обхитрить, поэтому вам надо быть очень осторожными. То есть сделать какое-то скользкое предложение, попытаются заманить в свои сети. Так что вот и создадут вам неприятности. Будьте осторожны. Также еще показывает, что тема здоровья будет важна в этот день, какое-то повторяющееся событие и новость. Ну вот такая информация для вас. То есть будьте очень-очень осторожны в понедельник. Благодарю за внимание и перехожу я к тельцам. Так, смотрим. Тельцы. 8 мая. Понедельник. События для тельцов. Выбор. Весы. Замок. Откроется какая-то тайна. Подарочек. Общение. Ой, со змеей. Все разрушила. Сейчас, секунду. Так, я извиняюсь, отвлекли меня. И слезы могут быть.
Книгу нельзя. Здесь нет. Нет. Конвертик еще есть. Получение по конвертику будет. Угу. И здесь нет. Значит, смотрите, что получается. Выбор. Может быть, выбор подарка. Да, то есть кому-то будете дарить. В общем, будут какие-то колебания, сомнения. Подарок. Откроется информация тайна. Могут быть слезы, получение и общение с какой-то змеей. Ну, то есть это обычно человек, который ничего хорошего вам не сделает. Да? То есть обычно это наоборот. Какое-то неприятное слово, либо действие в вашу сторону. Потом тут вот надо быть всегда осторожными. Может быть, вот и слезы, да, будут связаны от этой змеи, ну, с этой змеей. Так что вот так, тельцы. Вот такого ждет понедельник. Благодарю за внимание и перехожу дальше к близнецам. Близнецы, смотрим вас. 8 мая. Понедельник, близнецы. Поехали. Цыпленок. Общение с семьей, детками. Якорь. Где-то можете заякориться с детьми или с семьей. Пустые разговоры, болтовня. Змея. Злые языки. Ага, смотрите, еще могла быть дорога. Да, то есть тут либо дорога, либо змея. Но я первую змею увидела, оставляя ее. Если вы увидели дорогу, тогда дорога у вас проиграется. Смотрим горизонтали. Выбор есть еще. Колебания, сомнения при выборе. Ножницы есть. Решение вопроса. Угу. Значит, смотрите, получается цыпленок – это общение с детьми. Если в окружении нет детей, это еще может быть что-то новенькое, например, с якорем. Заякоритесь в каком-то новом месте, да, где никогда не были. Да, то есть что-то новое узнаете, увидите, купите, может еще так проигрываться. Дальше решится какой-то вопрос, будут пустые разговоры, общение со змеей, может быть, со змеей будут пустые разговоры, и может быть еще выбор в этот день у вас. Вот такие события. В принципе, у вас тут ничего страшного, да, кроме общения со змеей. Благодарю за внимание и перехожу к ракам. Смотрим, раки. 8 мая. 8 мая, понедельник. События дня.
Колокольчик. Это болтовня. Змея. Возможно, со змеей. Значит, змея может быть человек по году рождения, змея может быть медик. Ну, либо человек, у которого такой длинный острый язык. Решение вопроса. Дружба, друзья. Разговоры с другом. Может быть, у вас друг или подружка, да, вот, может быть, похожи на змею. Да, худенький, высокий, худенький. Болезнь. Кстати, вот с болезнью это может быть еще медработник. Неприятность. Неприятность может быть связана со здоровьем. Можете там, не знаю, пораниться, поэтому надо быть очень осторожными. Якорь нельзя. И есть еще лебедь, верность. Значит, смотрим. У вас получается в этот день пустые разговоры с кем-то, ну, с другом, да, пустые разговоры, друзья, общение со змеей, решение вопросов, гармоничные отношения в паре, тема здоровья, будете заниматься здоровьем и неприятность. То есть у вас вот предупреждение, неприятность и болезнь, да, то есть это из негативных таких событий. Все остальные, в принципе, позитивные. Так что, раки, будьте осторожны в этот день со своим здоровьем. Благодарю за внимание и перехожу я к львам. Львы. Восьмое мая. Понедельник, события дня для львов. Обман, маска. Человек скрывает, да, свое лицо, свои истинные намерения, поэтому будьте осторожны. Победа. Деловая встреча. Мешок с деньгами — это траты. И кораблик, возможно, ожидание денег. Может быть, у вас какие-то поступления должны быть в этот день. Ну, либо они проиграются отдельно. То есть вы тратите какие-то деньги и ждете победы. Ждете какого-то результата. Может быть и так. Конвертик есть. Получение. Вот смотрите, вы получите в этот день информацию, может быть, получите посылку, либо получите какой-то документ. И рядом с вот этим получением как раз и ложится обман. Да, то есть поэтому вот проверяйте. Если что-то будете получать, обязательно перепроверяйте. Там может быть какая-то или ошибка, или, допустим, если эта вещь, она будет поломанная. Так что такое предупреждение для вас. Или если это будет, например, информация, то она будет
Да, вот это дезинформация, поэтому тоже обращайте внимание. Так, смотрим, значит, у вас получается получение чего-то, но это обман, да, то есть нужно обратить внимание. Дальше победа, ожидание, деловая встреча и мешок с деньгами, но тут скорее траты. У кого-то, конечно, проигрывается как и поступление денег, поэтому я не могу вам сказать точнее. Если вы часто смотрите, вы могли уже замечать, как у вас больше проигрывается. У меня больше как расход, да, чем доход. Поэтому вот так. Благодарю за внимание и перехожу к девам. Смотрим девы дальше. 8 мая, понедельник. Понедельник, события дня. Девы. Смотрим. Деловая встреча. Прибыль. Ожидание. Солнышко, радость. Флаг нельзя. Печаль. Тайная встреча. И здесь нет. Значит, смотрите, вначале, да, все хорошо было, показала, что будет у вас какая-то встреча, в этот день будет прибыль, будет хорошее настроение, может быть ожидание, да, то есть ожидание вот этой встречи, или на встрече вы придете раньше, да, чем, допустим, человек, с которым будете встречаться, то есть как бы все прекрасно, да, но потом появляется печаль, разочарование и тайная встреча. Не знаю, то ли они, может быть, у вас будет, да, вот разочарование от этой тайной встречи. Может быть, вы узнаете о том, что в тайне от вас кто-то встретился, и вас это расстроит. Не знаю, как проиграется, но что-то вас точно в этот день расстроит, показывает колодец. Вот такие вот события для вас, девы. Благодарю за внимание. Дальше перехожу к весам. Знаки от весов до рыбок будут во второй части видео. Ссылочку оставляю для вас под видео внизу. Прокручивайте, нажимайте и увидимся во второй части.